Да, у нас гости. Буквально с 1 января 2019 года была введена плата за твердые коммунальные отходы. И на эту тему мы сегодня разговариваем с нашей гостьей. По тарифам, да? Да, по тарифам. Твердых коммунальных отходов мы говорим с Галиной Служаевой, заместителем председателя Госкомцен Республики Саха-Якутия. Галина Григорьевна, доброе утро. Доброе утро. Да, действительно, с 1 января 2019 года заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответственно, были утверждены тарифы на эту услугу. Надо понимать, что это теперь не просто вывоз мусора, как это было раньше, и оно было в жилищных услугах. Здесь, конечно, совершенно другая сфера обращения с твердыми коммунальными отходами подразумевает и переработку данного мусора, захоронение. То есть в данном случае, если мы хотим оставить будущим поколениям чистую планету, то это и было вызвано как раз, эта необходимость и была определена федеральным законом. И у нас с 1 января, как и, собственно, во всей России, были утверждены уже тарифы в сфере твердых коммунальных отходов обращения. И определено 5 зон деятельности региональных операторов. У нас это центрально-восточная зона, южная, западная и арктическая. Но в арктической зоне пока тарифы не утверждены. Значит, в связи с законодательством и ведется еще подготовка, там переход, и поэтому будут утверждены в следующем году. А по 4 региональным операторам тарифы уже утверждены. А какие тарифы утверждены вообще? Значит, тарифы утверждены постановлением правления Госкомцен, и они утверждены в расчете на 1 кубический метр твердых коммунальных отходов. Но надо понимать, что в районах разные муниципальные образования, численность населения разная, соответственно, объем потребления тех же продуктов, упаковок, допустим, если это в селах численностью до 2000 человек, это, как правило, меньше. Соответственно, норматив накопления твердых коммунальных отходов меньше в таких муниципальных образованиях. Далее следующее: от 2000 человек до 20 тысяч человек муниципальное образование. Там тоже свои, как говорится, нормативы. И уже свыше 20 тысяч человек, вот, кстати, город Якутск, Нерюнгри, Мирный, Ленск, они уже попадают свыше 20 тысяч человек. Там уже нормативы накопления выше, соответственно, это мы понимаем, что объем, здесь мы больше производим мусора. Ну, они также разделены и в районах. Вот региональный оператор, допустим, есть, обслуживает несколько районов, но по каждому району утверждены тарифы на кубический метр. Собственно, в том же самом постановлении правления, о котором я говорила, там, кроме тарифов на 1 кубический метр, еще утверждены и справочно даны, сколько это приходится на человека. Потому что, допустим, вот я для примера скажу, в городе Якутске норматив накопления твердых коммунальных отходов в год, не в месяц, некоторые ошибаются, в месяц думают, 1,86 кубических метра. А плата, предельный размер, 846 рублей. Вот 846 рублей умножаем на 1,86 и делим на 12 месяцев. Это не каждый месяц, а именно на 12 месяцев. И получается с человека 131 рубль 13 копеек. Галина Григорьевна, что касается квитанции, да, по оплате за услугу по ТКО она отдельная. Верно? Не всегда. Поскольку вот тариф на обращение в сфере твердых коммунальных отходов и сама услуга в сфере обращения твердых коммунальных отходов – это коммунальная услуга. Поэтому это может быть и в одной платежке. Допустим, управляющая компания, она предъявляет платежку за коммунальные услуги и жилищные услуги. Вот где коммунальные услуги, там будет, значит, и эта плата. Но может, конечно, быть и 2 платежки. Это при прямых расчетах и при непосредственном способе управления. Галина Григорьевна, спасибо за участие в нашей программе. Мы с вами прощаемся.